Приветствую, смотрите, девы, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 18 по 24 марта. Я еще эту неделю продолжаю для вас писать на колоде Панорама, на моей новой. Следующую уже будем писать на круглой. Все остальное, как обычно. 5 карт, одна из которых настроение, 4 сферы жизни, кубики. Все как всегда. Смотрим, девы. Покажите мне прогноз для дев на период с 18 по 24 марта. Прогноз на неделю. 5 карт подряд. Настроение дев, личная жизнь, работа, деньги и здоровье дев в этот период. Первая карта — это ваше настроение. Вторая — личная жизнь, семья, работа, учеба, дела. Четвертая — это деньги. И пятое — это ваше физическое состояние, самочувствие. Так, теперь кубики. Покажите мне, пожалуйста, для дев период с 18 по 24 марта. Второй дом. Но для вас показывает на первый план выйдет тема финансов на этой неделе, потому что второй дом у нас отвечает за деньги. Деньги, накопления, наши ресурсы, питание еще может быть, продукты. Так что деньги. Ну, посмотрим, вот эта карта подскажет, деньги придут или деньги наоборот будут уходить от вас. Это уже карта нам подскажет. Значит, дальше знак зодиака Водолей. Общение с водолеями у вас будет много. И смотрите, Венера будет влиять на вас, планета Венера. Венера, кстати, тоже за деньги у нас отвечает. Венера — это красота, любовь, деньги, внешность, искусство, творчество. Это все Венера. Часто по ней нам хочется сходить там, не знаю, на какой-нибудь концерт, в какую-нибудь галерею. Нам хочется заняться собой, своей внешностью по Венере. Нам хочется заниматься личными отношениями, не работой, не делами, а именно вот отношениями. Ну, посмотрим. У Венеры, в принципе, как у любой планеты, у нее много значений, много направлений. И я вот сейчас по картам вижу, в какую сторону она вас потянет. Смотрим настроение. Двойка мечей. Ну, настроение не венерианское, я вам так скажу. Двойка мечей — это всегда такая тяжелая карта. Она показывает, что человек стоит перед сложным выбором. То есть вся ваша неделя, она проходит, знаете, вот внутри себя вы находитесь, и вы постоянно в каких-то раздумьях. Или, делать, не делать, ехать, не делать, не ехать, надо, не надо. Это очень сложный выбор. Причем здесь вы пытаетесь этот выбор сделать головой. Карта говорит мне, что вы подходите к нему рационально, вы пытаетесь взвешивать, вы пытаетесь сравнивать, проводите какую-то аналитику. Ну, как да, вот классическое дело. Вы пытаетесь вот как-то, знаете, прям вот сравнить, прописать себе два столбика и сравнить плюсы, минусы этих вариантов. Но карта говорит, здесь так не пойдет. Здесь нужно немножечко другой подход. Здесь нужно открыть свое сердце и подумать, а что тебе больше нравится, какой вариант, этот или этот. И тогда ты быстрее примешь решение, потому что здесь головой не совсем правильно. И здесь, если решение будет принято головой, неважно, какой сферы это касается, там личная жизнь, финансов, еще чего-то, карта говорит, решение будет неправильным. Ты потом будешь разочарован, потому что дальше идет тройка мечей. Неправильно сделанный выбор. Так что здесь вот так. Ну, давайте посмотрим. Мне сейчас карты покажут. Я думаю, что я увижу, где этот выбор, что вас там так мучает. Хотя бы в какой сфере с вами посмотрим. Личная жизнь. Да, это в личной жизни, видите, тоже двоечка. Это выбор касается личной жизни, каких-то перспектив в личной жизни. Двоечка жезлов, она всегда показывает планы на будущее. То есть здесь, скорее всего, вы стоите перед выбором, допустим, оставаться мне в отношениях, не оставаться, уходить, не уходить, быть мне с этим человеком, не быть, мне выбрать этого или этого. Нам вместе оставаться здесь или нам вместе переезжать куда-то. Вот может быть так, если у вас в отношениях все хорошо, то, возможно, этот выбор будет касаться вашего места жительства, как вариант. Ну или, допустим, у кого-то неожиданная беременность, да, то есть что мне делать, оставлять ребенка, да, или не оставлять. Может быть, у кого-то даже и такой выбор будет. Я уже не могу конкретизировать вам конкретно, что это будет за выбор. Но это однозначно вот, и он как-то будет касаться вашего будущего. Ну, я думаю, что у большинства, возможно, будет стать вопрос переезда, допустим, переезжать куда-то жить, не переезжать, делать ремонт, не делать, вот что-то такое.
А у кого-то это прям будет касаться именно отношений. Возможно, вы станете перед выбором, может быть, вы сделаете какие-то выводы о партнере своем, о любимом человеке, что-то поймете, что-то узнаете. Тут вариантов может быть много. Что-то заставит вас стать перед выбором, вот так я бы сказала. Может быть, вы захотите дальше пойти сами. Может быть, вы поймете, что вам больше эти отношения не нужны. Так тоже может быть. И вот всю неделю вас будут терзать вот эти сомнения. Делать, не делать, делать, не делать. И вроде как и делать правильно, и не делать тоже правильно. Тут понимаете, в чем сложность? В том, что тут два варианта, и оба варианта, они как бы дают и плюсы, и минусы. И в этом вся сложность. Поэтому очень тяжело выбрать. Но тут только сердце поможет. Только сердце. Нужно слушать сердце, что сердце говорит в этом случае. Если вы один или одна, возможно, у вас появится кто-то на горизонте, с кем можно построить отношения, но, может быть, человек вам будет не до конца нравиться, допустим, там, внешне, или там будут какие-то качества, которые вас не устраивают, и вот у вас здесь будет выбор, что как бы начинать отношения, не начинать, или уже не связываться, если, да, уже сразу там какие-то есть недовольства, может быть, вот у кого-то может так проиграться. Иногда карта показывает, знаете, как даже может проигрываться. Сейчас я еще работу открою. Иногда она показывает, что мы вообще не занимаемся личной жизнью, потому что все наши мысли о работе. У нас какой-то выбор в работе стоит. Так тоже надо сейчас посмотреть, что в работе. Ну, сейчас я гляну. Жрец. Ну, жрец — это обычно карта показывает, что на работе нас ждет какой-то урок, потому что это учитель. Это учитель, который нас чему-то учит. Как бы преподает нам какой-то урок. Нам приходится проходить школу жизни здесь, чему-то учиться. Ну, в принципе, я не могу сказать, что это прям, что этот выбор, наверное, нет. Наверное, этот выбор все-таки к работе относиться не будет, потому что здесь немножко другая история. Нет, он все-таки будет касаться отношений. На работе здесь просто, возможно, будет какая-то история, связанная, знаете, с честью, с правилами, с законом. То есть карта показывает, что если вы до этого как-то поступили где-то нечестно на работе, и что-то сделали не по закону, не по правилам, возможно, вы будете наказаны на этой неделе. Или если на этой неделе возникнет какая-то такая ситуация, знаете, когда нужно вот будет, допустим, там где-то закрыть глаза на какие-то правила, переступить закон, карта говорит, ни в коем случае этого не делай, ни в коем случае. По этой карте всегда нужно вести себя вот просто, знаете, как ангел. Тогда все будет хорошо. А иначе, карта показывает тебе потом не сдобровать, скажем так, если ты поступишь не по правилам и не по совести. Проверки часто жрец показывает, когда приезжают высокопоставленные какие-то там руководители, чиновники и проверяют вашу работу, дают ей какую-то оценку, потому что эта карта еще оценок, когда нас оценивают. Также она как совет может говорить о том, что чтобы в работе вы продвигались, и у вас, допустим, там шли дела хорошо на работе, вам нужно побольше учиться, вам нужны какие-то новые знания, новый опыт, вам нужно вот расширять свой кругозор в работе. Это может быть как подсказка, например, если у вас работа стоит и не идет никакого развития, вы уже переживаете. Карта говорит, тебе просто не хватает знаний, тебе нужен какой-то вот новый... пойти на какие-то курсы, может быть, или куда-то где-то, на какие-то тренинги съездить, и дело пойдет, будет лучше со временем. Так что вот так. Смотрим деньги. 4 кубков. Здесь, знаете, что по финансам? По финансам все нормально, карта показывает. 4 кубков, четверка это стабильность. Стабильно, хорошо. Даже более того вам скажу, на этой неделе, возможно, будет какое-то предложение финансовое для вас. Видите, такое маленькое облачко протягивает кубок вам. То есть это дополнительные финансы какие-то приходят в вашу жизнь, но вы их не замечаете, вы погружены в себя, вы о чем-то думаете, вы о чем-то переживаете. Я думаю, об этом выборе понятно о чем. Поэтому вы просто не замечаете вот это предложение. Эта карта называется карта упущенного шанса. Поэтому вот второй кубик и говорит, смотри, ты можешь упустить какую-то хорошую сумму денег на этой неделе. К тебе придут с каким-то хорошим предложением, возможно, даже вот этот жрец.
У него есть какая-то идея, какой-то план, какая-то задумка. И, может быть, он вам что-то будет предлагать. Но я думаю, что в этом состоянии, в двойке мечей, четверке кубков, вы просто как бы откажетесь. Вы скажете: нет, спасибо, там, мне сейчас это не интересно. Почему? Потому что у вас тут другие проблемы, так сказать, в вашей голове не дают вам покоя. Так что вот, к сожалению, вот так. Могла бы быть неделька для вас неплохая по финансам, но, скорее всего, что вы от этого шанса отвернетесь. Опять же, для этого мы с вами расклады делаем, чтобы эти моменты все заметить. Потому что так бы вы мимо вы прошли и не заметили. А так вы уже будете делать акцент, вы будете понимать. Ну, когда вот это предложение будет, вы поймете, вы меня вспомните в этот момент. И, может быть, обратите внимание теперь. И не пройдете мимо какого-то шанса. Так, ну и смотрим здоровье. Здоровья хватит на все это? Да, здоровья однозначно хватит. Карта звезда показывает, что вы чувствуете себя хорошо. По карте звезда у нас всегда идет, знаете, как обновление организма. Прям вот как будто бы сейчас ваш организм меняется, восстанавливается. Процесс восстановления идет, омоложение даже в некоторых случаях. Вот прям вы можете чувствовать себя моложе, здоровее, красивее. По карте звезда. Очень хорошо какие-то процедуры назначать в этот период, связанные с омоложением и красотой. Ну, все, что связано с косметологией, там, с телом, массажи какие-то и все вот в этом направлении. Стоматология, косметология. Так что, пожалуйста, карта говорит, ну вот Венера, мне хочется быть красивей, мне хочется быть как звездочка. И эта карта говорит: пожалуйста, бери, занимайся, делай, для тебя открыты все двери, у тебя все. То есть, если ты сейчас начнешь все эти процедуры, процессы, то ты увидишь быстрые результаты. Прям вот на лицо будут быстрые результаты вот этих процедур. Так что вот так. Смотрите, значит, в принципе, я не могу назвать эту неделю плохой, не могу. Почему? Потому что деньги есть, со здоровьем все хорошо, на работе все будет хорошо, если вы будете вести себя правильно и не будете нарушать закон, то все будет хорошо. Самое главное, что вас может очень сильно беспокоить, это какой-то сложный выбор касательно личной жизни. Вот это вот такое, то, что, знаете, может быть не сильно приятно. Сейчас я еще совет посчитаю. 2 плюс 2 плюс 5 плюс 4 и плюс 17. 30. Третий старший аркан императрица выпадает. Императрица говорит, что тебя ждут хорошие перспективы впереди, тебя ждет рост, тебя ждут какие-то хорошие перемены, ты на правильном пути, ты посадил какие-то всходы, вот уже вот посадил, и тебе нужно вот дождаться вот этого урожая, понимаете, какого-то. Я думаю, это касательно вот этого выбора, то есть уже были сделаны какие-то действия вами. И теперь карты говорят, нужно вот просто подождать, пока этот урожай прорастет, и, возможно, тогда легче будет принять решение. Может быть, еще, знаете, как императрица – это еще всегда мама. Мама, может быть, там тетя, бабушка, человек, который вас вырастил, тот, кто вам там готовил кашки, делал с вами уроки, купал, подстригал. То есть это вот человек, который нас взращивает. Это императрица. Возможно, здесь еще совет, вот смотрите, поговорить с мамой, ну или с вот этим человеком. Возможно, она как бы со стороны может дать вам какой-то отдельный совет, вот как вариант еще так, ну либо с какой-то женщиной. Императрица – это женщина. Послушать или поговорить какую-то женщину, которая вам поможет сделать этот правильный выбор. Хотя я считаю неправильно, я считаю, что человек должен сам принимать решения. То есть нельзя влиять на волю другого человека, потому что своими советами мы можем, ну, скажем так, помешать. Поэтому всегда человек должен сам принимать. Да, можно спросить совета, но решение всегда должно быть за вами. Потому что если вы примете решение относительно слов какого-то человека, то вы, получается, перекладываете ответственность на этого человека. Поэтому, ну, так неправильно. За это вас потом могут наказать. Поэтому никогда нельзя перекладывать ответственность на других. Всегда все надо делать самостоятельно. Поэтому можно послушать, поговорить, просто со стороны услышать чужое мнение, и потом вот уже в своей голове сделать свои выводы. Я думаю, вот так. И императрица, опять же, это еще все, что касается красоты. Императрица, она тоже у нас отвечает за красоту. Поэтому, если вы давно хотели заняться собой, внешностью, то вот эта неделя, но лучше, знаете, когда? Лучше после 21-го.
Вот если будете записываться к там, косметологу, к массажисту, лучше после 21, потому что с 15 по 20 у нас идут нулевые дни дельфина. 5 дней нулевых, то есть 0. В эти дни ничего нельзя начинать, делать. Они, знаете, они как пустые. То есть если ты что-то в этот период начинаешь, то это дело или этот процесс, он не будет никакого результата. Поэтому если будете записываться, обязательно после 21. 22, 23, там, 24 можно. Так что вот так, девы. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.